А я родом с Кривого Рогу. Ну, школу закончил в Кривом Рогу и уехал в Крым. Переехали сначала в Перекопе жили, мама хотела в Крым, переехали в Крым. А я служил в Питере, прожил там до 2000 года, а с 2000 года переехал обратно в Крым. Купил дом в горах. Со мной осталась мама, пенсионер, 85 лет, которая вот из-за того, что отжали Крым, а не только Крым, отжали еще и квартиру ее, выгнали на улицу. И она умерла у меня на руках. Зашла в Крым такая компания юридическая, финансовая юридическая, с России. А они с одной целью пришли мошенническим путем отжимать у людей недвижимость, собственность. И перепродавать ее тут же. Вот и брат попал, это они там взялись оформить, взяли какой-то микрокредит, они с такой целью брали, что просто, чтобы взять, а через месяц просто выгнать из квартиры всех и все, и перепродать ее. Вот мама этого не пережила, она там прожила 20-30 лет, и буквально через месяц я уже ее похоронил. Да, я с донькою живу сейчас, донечка для мене все. Ой, да вона дуже такая интересная, искренняя, честная, такая правильная. Ну, у них отчетливое такое чувство справедливости у молодежи. Четко выраженное чувство справедливости. Они понимают, что это ложь какой-то, это все не то. Все, что творится, вот это. Они ж телевизор не смотрят никто. Пропаганду эту не слушают. Молодежь нормальная. Но они все в интернете читают, смотрят и видят, и знают. Самое главное, что их не обмануть. Не, бензин подорожал очень. Рублей на 10 подорожал. Вот буквально за этот период, за месяц, за два. Ну, я покупаю уже масло растительное, вот херсонское. Или мелитопольское, по-моему, не помню. Ну, украинское. Да и Херсон, ну, везут оттуда что еще? Фрукты, овощи, мед. Люди сами приезжают прямо вот с оккупированных территорий на машинах своих и продают здесь что-то. Ну, выгодно приехать, если что-то много чего-то продать здесь, чем там. Ну, в большинстве в основном люди, я же говорю, они хоть и молчат, но видят, что происходит, понимают. Не, ну многие говорят, что там есть куда уехать, если что, из города уехать, есть куда уехать. Вот у меня тоже там в горах домик, я его начал обустраивать, так это утеплил, печку сделал хорошую такую, чтобы печь что-то можно было, чтобы тепло было. Так, если что, есть куда уехать. Придет время, откроем ресторан в горах украинской кухни.